Спасибо. Впрочем, речь сегодня пойдет не только о Боливии, а об уникальном регионе, который называется Альтиплано, или Пуна на языке кечуа. Ну вот здесь можно Пуну увидеть. Высокогорные степи Южной Америки. Вы знаете, я вначале хотел бы позвать на сцену участников южноамериканской экспедиции, если они уже здесь. Майя. А где Анна? Я не знаю. Анна, наверное, в шатре еще... Вот, Боливиан Тайм. Боливиан Тайм. Хорошо. Майя, участник экспедиции, заместитель директора музея кочевой культуры. Если вам нравится, как расставлены вещи в наших юртах, шатрах и хижинах, это работа Майи. Она главный дизайнер музея. Сейчас придет третий и самый главный участник, наш переводчик экспедиции, без которого мы там и слова сказать не могли. Ну а пока расскажу вам предысторию. Как вообще возникла идея представить кочевников Южной Америки? Вы знаете, я работал в Тибете, здесь есть участник экспедиции. Майя, конечно, и Егор, и Таня. Работали в Тибете, и вы, если были у нас в тибетской палатке, помните, я вас спрашивал, на что похожа тибетская одежда, на одежду какого народа. И вы говорили, Перу, Боливия. Так вот, меня это вело на мысль, что в Южной Америке должны быть кочевники, не просто кочевники, а похожие на тибетцев. Была довольно смелая гипотеза, известно, что эти народы никогда не пересекались. Но, как известно, бытие определяет сознание, правда? Классик говорит. И похожие условия, и там, высота 4,5-5 километров над уровнем моря, сухие степи, должны были сформировать похожую культуру. Гипотеза родилась во время экспедиции в Тибете, во время работы в музее, и она требовала подтверждения, чтобы стать, по крайней мере, теорией. И мы стали списываться с коллегами в Южной Америке. Вот Анна, когда сейчас придет, может рассказать подробно, как она пыталась добиться от латиноамериканских и южноамериканских товарищей этой информации. И нам говорили, вы знаете, возможно, кочевники есть, но скорее всего их нет. Нет, наверное, вы их не найдете. Это говорили не люди с улиц, говорили главы университетов, сотрудники Панамериканского института, то есть люди, которые антропологи, занимаются этим вопросом. Никто про этих индейцев ничего не знал. Известно